Специально из Персии к нам в Уфу прибыли леопарды для того, чтобы устроить шоу, а еще пригласили своих цирковых друзей. В цирке работает целая команда когтистых артистов. И да, это тоже леопарды, только такого необычного окраса. Их называют меланистами. К таким относят животных, которые окрашены темнее сородичей. Один из меланистов – это Буся. Она большая трусиха и всего боится. Оттого старается запугать всех, даже нашу съемочную группу. Но не тут-то было. Мы не из робкого десятка. А это леопард Барсик. Он самый взрослый, и ему 8 лет. А самый молодой леопард – начинающий артист Мурзик, он же Амур. Он пока не выступал. Евгений, расскажите про своих животных. Сколько их и кто на заднем плане? Ну, вот здесь на заднем плане у нас самый маленький кот леопард, котенок еще. Ему 1,5 года, только растет, только репетировали им еще на манеже он не участвует. Ну, это еще начинающий артист. Ему вот 1,5 года. Я думаю, его к Новому году, может быть, у нас получится его запустить. Леопард сложен тем, что при групповой совместной работе с другими хищниками, теми же самыми леопардами и пантерами, очень плохо происходит их контакт. Чем леопарды отличаются от домашних котов? По характеру они ничем не отличаются от домашних кошек, просто они очень сильно отличаются своей силой и размерами. Как вы находите общий язык с леопардами? У каждого своя вкусняшка. Кто-то там морковку любит, кто-то сахарочек, кто-то сухарик, кто-то такое мяско. Ну, по-разному. Кто-то голодный постоянно. То есть есть такие тоже животные. Это с ними легче всего работать в плане прикорма. В цирке животные живут с комфортом. Интересный факт. В неволе леопарды живут в 4 раза дольше, чем в дикой природе. Были случаи, что леопард прожил до 28 лет. Артисты удивляют, а животные еще больше. Кстати, в цирке к грозным пушистикам относятся как к настоящим шоуменам. И неудивительно. Алина Ганеева, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.